Здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели. В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно на телевидении НВК Саха и радио Тетим Саха Радиота. Режиссеры Мария Новгородова и Екатерина Голикова. У микрофона ведущая Елена Попова. Сегодняшний выпуск продолжает цикл программ, которые посвящены реализации стратегии по повышению финансовой грамотности населения. Сегодня мы рассмотрим два вопроса. В первом вопросе мы обсудим про имущественные налоги, посмотрим, кто их оплачивает, какие льготы, и после перерыва расскажем, какие мероприятия проделываются в республике по финансовой грамотности. Ну что ж, представляю первую гостью. В студии у нас Саргалана Гаврилевна Винокурова, главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг номер 1 Управления ФНС России по Республике Саха-Якутия. Здравствуйте, Саргалана. Здравствуйте, Лена. Ну что, уже время пришло платить налоги, имущественные налоги. Расскажите, пожалуйста, кто платит имущественный налог и какие объекты подлежат налогообложению? Ну, имущественные налоги физических лиц у нас включают, это получается налог на имущество, земельный налог и транспортный налог. Налог на имущество физических лиц уплачивают граждане, которые на праве собственности владеют объектом недвижимости. К объектам недвижимости у нас относятся это квартира, часть квартиры, может быть, жилой дом, гараж, машиноместо. Плательщиками транспортного налога являются владельцы транспортных средств, и плательщиками земельного налога являются граждане, которые владеют земельным участком на праве собственности, на праве пожизненного владения. Угу. Каким образом делается вообще расчет и каким образом человек получает уведомление? Да? Расчет имущественных налогов у нас осуществляется на основании сведений, которые мы получаем от регистрирующих органов, и налоговый орган, в свою очередь, направляет гражданам налоговое уведомление не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов. То есть налоговое уведомление у нас поступает от филиала ФКУ, ФНС России, и налоговое уведомление у нас включает реквизиты для уплаты налогов, сведения об объектах налогообложения, ставку, льготы и сумму численного налога. Но вообще у нас информационная кампания по уплате имущественных налогов началась, и рассылка налоговых уведомлений началась с сентября этого года, то есть не позднее 30 дней, соответственно, то есть до 1 ноября осуществлена рассылка налогового уведомления. Пользователи у нас личного кабинета для физических лиц получают уведомления только в электронном виде, и пользователи портала тоже государственных услуг получают налоговое уведомление только в электронном виде. И остальным налоговые уведомления у нас направляются через Почту России. Но в этом году у нас направлено примерно 383 тысячи налоговых уведомлений в электронном виде, то есть, соответственно, в личные кабинеты и на портал ИПГУ. И остальная часть направлена, соответственно, через отделение Почты России. Большая работа проведена. Да, большая работа проведена. И хотелось бы обратить внимание, чтобы те, кто не получили налоговые уведомления по почте, они обратили внимание на почтовые извещения и получили своевременно налоговые уведомления. Вот вы рассказывали про госуслуги, каким образом можно получить, и кто вообще может получить через госуслуги уведомления и оплатить налоги? Налоговое уведомление через портал госуслуг можно получить у нас вообще с июля 2023 года. Такая возможность реализована через госуслуги, то есть получают те категории граждан, которые направили уведомления, согласие на получение этих уведомлений на портал государственных услуг. То есть, соответственно, они согласились на получение их в госуслугах. Соответственно, эти категории у нас получают на портале государственных услуг свои начисления. Да. И там же, что удобно, можно будет сразу же уплачивать как текущую начисление, так и задолженность. То есть раньше была доступна только задолженность после того, как она отражается после 1 декабря.
Сейчас уже можно увидеть свои текущие начисления на госуслугах. Ну, смотрите, в жизни бывают разные изменения, и бывает ли такое, что в уведомлениях есть некорректная информация? То есть я уже, допустим, продала квартиру, да, или не являюсь владельцем квартиры, а машины, и получаю уведомления о налоге именно имущества. Ну, сведения, как я сказала, мы получаем от регистрирующих органов, соответственно, это органы Росреестра, может быть, это органы МВД, соответствующие органы технадзора. Соответственно, если какая-либо информация там неверная, например, о периоде владения, да, либо объект был уже продан, но сведения к нам не поступили, соответственно, налог был исчислен, то гражданин имеет право обратиться к нам в налоговые органы, написать обращение соответствующее и может при наличии подтверждающих документов тоже приложить к обращению и направить соответствующее заявление. То есть налоговый орган при получении данного обращения рассмотрит, соответственно, направит соответствующие запросы самостоятельно в регистрирующий орган и при подтверждении может сделать перерасчет за 3 предыдущих года. Ну, хорошо, то есть можно не беспокоиться. То есть такая возможность тоже есть. Да. А вот есть ли льготы вот в этой категории налогов? И какие? Для кого? Значит, вообще по имущественным налогам есть льготы, которые установлены налоговым законодательством. Например, по налогу на имущество физических лиц предусмотрена льгота для 21 категории граждан. Ну, прежде всего, это у нас получается пенсионеры, предпенсионеры, ветераны, значит, Советского Союза, ветераны Российской Федерации, значит, те, кто владеет орденом кавалера 3 степеней, также это получается инвалиды, дети-инвалиды, многодетные, значит, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, то вот они имеют льготу у нас по налогу на имущество физических лиц. Льгота предоставляется в отношении одного объекта собственности. То есть это, например, одна квартира, один гараж, одна дача. Да? Ну, соответственно, если имеется несколько объектов недвижимости, соответственно, льготируется только один объект недвижимости. А если несколько категорий? Ну, если вот несколько категорий, соответственно, по каждой категории в отношении одного объекта будет предоставлена льгота. А где можно получить информацию? Потому что 21 категория — это достаточно большой вклад. На нашем официальном сайте налогов.ру имеется, значит, сервис справочная информация о ставках, льготах, где любой гражданин может посмотреть льготы, которые предусмотрены налоговым законодательством, то есть как федеральным законодательством, так и региональным законодательством тоже. То есть там выбирается в этом сервисе налог, который интересует, выбирается период, и выбирается соответствующее муниципальное образование. И по поисковику он, значит, может сделать уже как бы запрос, соответственно, выйдет все льготы, которые предусмотрены налоговым законодательством. Я сегодня проверила, я получила уведомление. Вы получили, да? В госуслугах. Скажите, а какой срок необходимо оплатить имущественные налоги? Ну, имущественные налоги у нас уплачиваются сейчас за 2024 год, и срок уплаты у нас установлен не позднее 1 декабря. То есть сейчас, то есть уже после 1 декабря наступают какие-то санкции? То есть, получается, после 1 декабря, то есть со 2 декабря уже будут начисляться уже пени в случае несвоевременной уплаты. Так что, дорогие граждане, оплачивайте налоги до 1 декабря. А вот каким образом, все-таки еще раз давайте повторим, можно оплатить налоги? Ну, уплатить налоги можно вообще несколькими способами, да. Но самый удобный у нас получается это наш сервис, личный кабинет налогоплательщика. Также для удобства граждан имеется мобильное приложение, оно называется «Налоги ФЛ». То есть его можно скачать с любого телефона. Также у нас на нашем официальном сайте есть сервис уплата налогов пошлин, тоже позволяет как бы в режиме онлайн оплатить налоги с помощью любой банковской карты. Привязать. Ну, также есть традиционные способы уплаты. Это через отделение банков, через банкоматы. Также можно оплатить через Почту России. То есть способов оплаты много. Способов оплаты много, да. А вот как подключиться к личному кабинету физического лица? Нужна какая-то подпись или вот
Какая процедура? Ну, подключиться к личному кабинету можно несколькими способами, но это получается для входа необходима регистрационная карта, то есть где указывается у нас логин, пароль соответствующий. Эту регистрационную карту можно получить в любом налоговом органе. Для этого необходимо подойти и написать соответствующее заявление и с собой принести, например, документ, удостоверяющий личность. Да? Также есть возможность для пользователей портала государственных услуг войти через пароль от госуслуг. То есть есть соответствующая у нас кнопка при входе «Войти через госуслуги» называется. То есть, находясь лично на сайте. На нашем сайте на можно, сайте да, если имеется пароль от госуслуг, соответственно, можно авторизоваться с помощью данного логина и пароля от госуслуг. Очень удобно. Ну, то есть сейчас не надо ходить в Сбербанк, нет необходимости оплачивать наличными средствами, все очень все онлайн, можно посмотреть и оплатить. А вот, наверное, бывают такие случаи, когда дети тоже являются владельцами какого-то имущества. Да? И каким образом в этом случае оплачивается, и кто вообще этим занимается? Да, у нас несовершеннолетние дети являются плательщиками имущественных налогов также, в случае, если не являются собственниками недвижимости либо транспортных средств. Например, в основном недвижимость придается, когда вот используется материнский капитал, тогда дети, соответственно, являются собственниками недвижимого имущества. Соответственно, обязанность по уплате за несовершеннолетних детей исполняют их законные представители, то есть их родители. Таким же образом? Да, для уплаты именно вот за детей можно подключить опцию. У нас в личном кабинете реализована возможность уплаты за своих детей. Он называется «Семейный доступ». То есть необходимо подключить данную опцию «Семейный доступ». И для подключения необходимо, получается, прежде всего открыть личный кабинет ребенку сначала. Соответственно, потом родитель в своем личном кабинете в разделе «Семейный доступ» направляет запрос на подключение своего ребенка. Соответственно, данный запрос, он поступает в личный кабинет ребенка, дается согласие, и, соответственно, после этого в разделе «Налоги» будет специально всплывающий список, где будут отображаться именно подключенные несовершеннолетние дети. То есть можно будет уплатить за детей тоже своего личного кабинета. То есть это очень удобно. Ну, я надеюсь, там кнопки достаточно простые, можно найти, простые, то есть следуя каким-то указаниям. Да, получается, раздел «Налоги», он отображается на главной странице, то есть там всплывающий список появляется, то есть удобный интерфейс для уплаты. А вообще, в рамках передачи мы не сможем огласить все вопросы, да? Куда могут граждане обратиться при наличии каких-то вопросов? Если какие-то вопросы есть по уплате, по исчислению имущественных налогов, граждане могут обратиться непосредственно к нам в налоговый орган, либо направить соответствующее обращение. У нас есть сервис «Обратиться в ФНС России». Также можно обратиться в отделение МФЦ, то есть, например, для получения налогового уведомления. Мы также взаимодействуем с «Мои документы» с офисом, соответственно, там тоже можно получить информацию по исчислению и уплате, то есть можно получить налоговое уведомление также через отделение МФЦ. Вопросов, наверное, много. Человек владел половину года, например, да? Да, вопросов по исчислению по льготам бывают, соответственно. Например, если по льготе есть вопрос, то можно посмотреть, заявлена ли была эта льгота в личном кабинете. Если она не заявлена, то, соответственно, можно направить соответствующее обращение, например, да. Заявление по льготе делает сам заявление по льготе, да, то есть у нас в основном все льготы предоставляются проактивно, да, то есть без заявлений, без подтверждающих документов. Но можно проверить наличие этой льготы в самом личном кабинете. И если ее отсутствует, данная льгота, то направить соответствующее обращение. Ну что, друзья, прямо идем в личные кабинеты и смотрим наличие льготы, потому что 21 категория, по идее, кто-то может попасть. Категория. И хотела бы сказать, что у нас вот в ноябре проходят налоговые консультации в отделениях МФЦ в городе Якутске, да, по средам. Еженедельно по средам с 3 до 5, то есть любой гражданин, если есть вопросы по уплате имущественного налога, может подойти непосредственно в отделение МФЦ.
Также данные консультации у нас проходят в наших крупных городах. Это Алдан, Нирингри, Нюрба. То есть и Майя, село Майя тоже охвачено, там тоже могут туда подойти и уточниться. Кроме этого, мы 20 ноября проводим День открытых дверей. Ждем всех желающих граждан, если есть вопросы, подойти к нам в отделе в налоговые органы. Будет проходить мероприятие с 9 до 8, и в крупных городах у нас получается до 6, и в остальных у нас отделениях налоговых органов с 9 до 5. Там налоговые инспекторы будут принимать? Да, налоговые инспекторы будут принимать именно по вопросам уплаты имущественных налогов. То есть любой гражданин. Да. Так, напоминаю, что 20 ноября налоговая служба проводит День открытых дверей в городе Якутске и других городах. Приходите, вам помогут. Ну и, насколько я знаю, у вас скоро приближается праздник. Да, у нас, получается, в этом году исполняется 35 лет образования Федеральной налоговой службы. Пользуясь случаем, хотела бы поздравить своих коллег, ветеранов налоговой службы с профессиональным праздником, пожелать им счастья, удачи, вдохновения и благополучия их семьям и родным. Да, давайте мы тоже присоединимся к этим поздравлениям, потому что действительно налоговая служба, она делает очень полезное дело, помогая наращивать наш бюджет и помогая нам вообще разобраться в этом деле, потому что налоги разные, они меняются постоянно. Вот. И вас хочу тоже поблагодарить, поздравить, Саргалана Гаврилевна, с наступающим профессиональным праздником. Когда будет день у вас праздника? У нас, получается, дата это 21 ноября. После открытых дней уже? Да, после открытых дверей у нас будет 35 лет образования налоговой службы. Поздравляю вас и, конечно, большое. Желаю, чтобы налоги были оплачены, чтобы люди у нас не задерживали налоги. И если будут вопросы, можете обратиться, оказывается, у нас и открыть личный кабинет налогоплательщика. В принципе, можете назвать, каким образом, как называется этот сайт? Сайт налоговой службы находится по адресу www.налог.gov.ru. Прямо когда открывается главная страница, будет категория «Открыть личный кабинет налогоплательщика» для физического лица. Вообще есть личный кабинет для всех категорий, то есть как для физических лиц, так и для предпринимателей, так и для организаций. И очень удобно в плане того, что есть мобильное приложение, да, налоги файл позволяет тоже просмотреть в удобном формате с телефона прямо. После оплаты как долго проходит сообщение о том, что налоги оплачены? Вообще реализована возможность уплатить раньше, до наступления срока уплаты. То есть многих вызывает этот вопрос в плане того, что уплатили, а сумма не поменялась, например, в личном кабинете. Да? То есть данная сумма, она будет зачтена при наступлении срока уплаты. То есть наступит 1 декабря, соответственно, данная сумма зачтется. Пока этот срок не наступил, она будет лежать в предстоящих платежах. То есть многие люди этого не понимают, спрашивают, я оплатил, почему у меня сумма не поменялась. То есть она поменяется и зачтется только при наступлении срока уплаты, то есть 1 декабря. Соответственно, можете посмотреть уже личный кабинет. После 1 декабря данная сумма должна уже обнулиться, получается, при уплате. Или показать, какая задолженность у нас. Если, например, платеж не поступил, соответственно, то будет отображаться уже как задолженность и будет уже считаться пени с этой суммы. Хорошо, спасибо большое. В общем, мы поговорили сегодня об имущественных налогах, узнали, кто будет уплачивать налоги, на какие объекты. Очень интересно было узнать, столько много, оказывается, льгот у нас по налогу на имущество. И, в общем-то, узнали все возможности получения уведомления и оплаты. Поэтому очень своевременно мы с вами поговорили. Есть еще возможность найти свое уведомление. Это либо, еще раз давайте повторим, на почте. В случае, если не получили налоговое уведомление, могут обратиться в отделение Почты России. Срок хранения там составляет 30 дней.
Ага, и как бы согласно налоговому законодательству налоговое уведомление считается полученным по истечении 6 дней после даты отправки. Если по каким-то причинам не получили, то, соответственно, могут обратиться в налоговые органы, в отделение МФЦ, либо посмотреть уже, если было электронно, в своем личном кабинете. Спасибо большое, Сарглана Гаврилевна. Теперь перейдем на небольшую рекламу и встретимся. Возвращаемся в эфир и переходим ко второй теме. Уважаемые радиослушатели и телезрители, если у вас будут вопросы в прямом эфире, можете позвонить по телефону 8 41 12 32 0066 32 11 66. А в студии у меня вторая гостья Татьяна Кентьевна Борисова, руководитель регионального центра компетенции по финансовой грамотности. Татьяна Кентьевна, знаю, что вы проводите очень масштабные мероприятия в рамках республики по повышению финансовой грамотности. Расскажите, какие у вас новости? Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Мы, как центр, работаем с 2021 года, региональный центр компетенции по финансовой грамотности. В основном у нас работа связана с просвещением населения. То есть здесь население, это у нас дети с дошкольного возраста, школьники, студенты, трудовые коллективы, взрослое население и пенсионеры. Работа в основном у нас идет, чтобы у населения сформировалось ответственное и разумное отношение к деньгам. Да, отношение к личным финансам, что ведет к принятию обоснованных финансовых решений и повышению общего благосостояния. Это достигается насчет знаний, навыков, правильному управлению своего бюджета. И, конечно же, работа идет с ключевыми аспектами, такими как развитие навыков и поведенческого, поведения, скажем так. Да? То есть здесь формируются практические навыки, как вести бюджет, начиная с домашнего бюджета, с личного бюджета, да, до глобального, корпоративного и государственного. То есть правильное использование финансовых инструментов, правильное использование банковских услуг, потребительских своих отношений тоже. И, конечно же, в основном финансовая грамотность – это не только правильно формировать свой бюджет, но и правильно пользоваться всеми этими инструментами. Это самые необходимые навыки сейчас современного человека. А вот что вы можете рассказать о марафоне финансовой грамотности? Марафон финансовой грамотности среди муниципальных образований республики у нас проходит не первый год, давно у нас идет. И здесь в основном принимает участие общее население. То есть здесь у нас принимают участие эксперты, да, принимают участие на местах, но в основном здесь приоритет идет в то, что он идет в онлайн и офлайн режиме. Это очень интересно. Если вначале мы в основном только учили, да, финансовой грамотности, то есть именно эксперты рассказывали по ВКС, скажем так, да, в онлайн-формате, приглашали экспертов, то на сегодня мы уже проводим на местах. То есть у нас в каждом районе есть свои финансовые организации, банковские сотрудники, работники МВД, то есть занимаются, да, профилактикой финансового мошенничества. То есть на сегодня у нас обучение уже проходят наши педагоги, да, библиотекари, которые тоже проходят повышение квалификации, курсы. Вот они на местах проводят мероприятия, что это очень интересно. То есть не только эксперты столицы, скажем так, да, но и на местах проводятся нашими специалистами. Это очень хорошо, потому что, да, у людей на местах оказываются вопросы по финансовой грамотности и какие-то, да. В рамках вот этого марафона я знаю, что были проведены конкурсы. Вот для детей это или для взрослых, или... Да, конкурсы проводятся различные, но в основном конкурсами мы затрагиваем тему детей. Потому что дети очень активно участвуют. Здесь в основном тоже помогают родители, помогают педагоги. И в этом году у нас тоже было очень много работ. У нас жюри не успевало проверять, скажем так, да. То есть в основном что у нас? Рисунки. Если ранее мы собирали, например, поделки
копилок, например, да, позапрошлом году было. Конечно же, нас отдаленные работы не могли отправить работы, и, соответственно, фотографировали, но это как-то, да, принимается. В этом году у нас были конкурсы рисунков детей, конкурсы плакатов. Кстати, вот эти плакаты, какие-то лозунги, скажем так, да, вот они у нас используются в жизни. То есть у нас, вы, наверное, знаете, в городе Якутске есть скамейки по финансовой безопасности. Видели, да? Я не видела. Где? Скамейки, которые вот у нас есть, складывающиеся, и там очень много различных. На сегодня мы разместили такие, скажем, да, плакаты в 103 остановках. 103 остановках, да, города Якутска, достаточно много, да. Это у нас началось с весны, и на сегодня вот до позавчерашнего дня. Ну, очень интересно, человек рисует. То есть это дети, то, что нам писали, то, что они рисовали, вот таким образом. То есть и также в этом году был конкурс на видеоролики. Очень интересные работы. В прошлом году сюжетно-ролевые игры детские были. То есть здесь в основном, конечно же, да. То есть потому что мы учим финансовой грамотности, учим просвещению финансовой грамотности с маленького возраста, скажем так. Ага, ну вот я еще знаю, что есть онлайн-уроки Банка России, проект федерального масштаба. А как республика участвует вот в этом? Да, онлайн-уроки — это тоже отдельная тема, да, это проект Банка России, очень интересный здесь. Уроки проводятся в школах и в средних профессиональных образовательных учреждениях. То есть школ у нас в республике 600, более 600 школ и более 40 учебных заведений. Как идет процедура самого вот проведения онлайн-уроков? То есть педагог заказывает урок. То есть на сайте онлайн-банка России, онлайн-уроки, да, Банка России заказывает урок по своему времени, когда у него, например, урок идет, да, или, возможно, учитель может участвовать один. То есть, да, и таким образом презентацию загрузить и потом уже показать своим детям. Потому что у нас, сами знаете, с интернетом проблемы в отдаленных районах, да, не только в арктических районах, но и в наших районах. Скачивается презентация, материал. Если ранее такого не было, то у нас с прошлого года так и идет. И, следовательно, потом уже знакомить детей. Уроки идут у нас онлайн, то есть ведет этот преподаватель с какого-то региона, с нашей России, да, в прямом эфире. То есть участвует вся Россия. Это не обязательно, что по московскому времени. Нет, мы в 9 утра можем, они в 3 часа ночи встают и учат нас. Таким, потому что у нас страна очень огромная, часовые пояса огромные, поэтому здесь и прямо вопрос можно задать в эфире. Я видела, что онлайн-уроки, там расписание было. Расписание есть, да, потом уже по времени, по заказанному времени заходим, участвуем, и после этого получаем сертификат. То есть здесь у нас идут уже индикаторы, у нас уже план есть, да, по республике, и мы занимаем не последнее место в нашем регионе. Всегда. Да, участвуем. Поэтому еще раз призываю всех педагогов, да, преподавателей, потому что уроки очень интересные. Уроки интересны не только самому педагогу, но и школьникам, студентам. Ну, там не затрагивается, начиная от истории до инвестиций. Да. Тем очень много различных, очень интересных. И оно было оформлено очень красиво, в этом году интересно, новый формат, да, для детей достаточно. Путешествие в страну, да, очень интересно, финансово. Хорошо. А вот я слышала, что у вас есть проект «Финансовый экспресс». Да, это очень интересный проект, но с проектов вообще много, различных проектов, различных наших, да, конкурсов, но вот эти 3 большие проекта, которые мы сегодня рассматриваем, «Финансовый экспресс», это у нас проект с 2023 года, то есть в этом году 3-й год. В чем она заключается? У нас регион очень большой, площадь очень большая, да, и поэтому все-таки вот онлайн-уроки, да, онлайн-проведение мероприятий, этого недостаточно. Потому что специалистов у нас на местах не хватает. Соответственно, да, перед тем, как бы ехать в какой-то район, «Финансовый экспресс», мы готовим заранее эту программу. То есть находим на местах специалистов, обучаем их заранее, то есть методически, да, подковываем, а потом уже отсюда выезжаем. Или если это дальний район, то 1-2 специалиста, если ближайший, даже 4-8 бригадой выезжаем и проводим какие-то мероприятия. Мероприятие у нас начинается с занятия детского сада.
Да, то есть занятия в детском саду, мастер-класс. Ага. Потом уроки не лекции, а именно уроки, интерактивные уроки для школьников с проведением игр, квиз-игр, да, каких-то деловых игр для старшеклассников. Проводим уроки, потом уже идут у нас встречи обязательно в администрациях Наслега, обязательно с руководителями организаций, да, с работниками отдела кадров, потому что они все-таки у нас представляют организацию. Работаем отдельно с сотрудниками МВД по финансовой безопасности и также, конечно, встречи с населением. И вот буквально 2 недели назад съездили мы в Булунский район на 2 дня. За 2 дня провели 11 мероприятий. Как это вы так успели? Да, успели, потому что мы должны были поработать, по идее, 3 дня, с этими, да, задержались, задержка рейса была, поэтому успели провести вот такие мероприятия. Буквально вы охватываете полностью население. На сегодня мы были в 19 районах нашей республики. То есть на местах мы проводим эти мероприятия на русском языке, на якутском языке. Даже проводим индивидуальные лекции, в смысле мероприятия, консультации. На сегодня очень мы темы, которые вот люди затрагивают, вопросы задают, да, и хотят, чтобы именно по этим направлениям были мероприятия. На сегодня у нас очень много вопросов по налоговому вычету. Да, И вот сейчас прямо стало модно, может быть, да, домашняя бухгалтерия. То есть как именно определять доходы, расходы, как приумножить деньги, где сэкономить, как рассчитывать, буквально просто, да, рассчитывать расходы, как правильно закрывать кредиты, быстро закрывать кредиты. Это тоже очень интересно. Вообще финансовая грамотность, она, конечно, охватывает очень большой спектр вопросов в жизни человека, начиная от семейного бюджета и заканчивая разными инвестициями. Хорошо. А какие еще мероприятия у вас предстоят? Предстоят, вот буквально недавно у нас в рамках марафона финансовой грамотности среди муниципальных образований дистанционная олимпиада была для школьников, старших классов и студентов. Приняли участие 800 участников. Да. Очень тоже в жюри здесь было. Работали мы тщательно. У нас есть там 1-е, 2-е, 3-е места, да, среди школьников отдельно, среди студентов отдельно сделали, потому что очень много хороших работ было. И, конечно же, завтра же мы вывешиваем имена победителей. Победители у нас получают 1-е, 2-е, 3-е места дипломанты. Не только дипломы, но и призы. И все участники получают сертификаты. И буквально у нас сейчас параллельно идет конкурс эссе «День рубля». День рубля – это у нас конкурс проводится, эссе проводится с 2022 года. И буквально каждый год 3 победителя, кто получил 1-е, 2-е, 3-е место, да, это у нас школьники 10-11 класс и студенты 1-го, 2-го курса СУЗов и вузов республики. И каждый год 3 победителя у нас выезжают на федеральный этап. И в 2024 году студент 1-го курса юридического факультета занял в России 2-е место. Ого. Да, поэтому у нас результаты есть, скажем так. И еще сейчас параллельно же у нас идет конкурс методических разработок среди педагогов школ и СПО по методразработкам финансовой грамотности. Работа отправляется, работу будем принимать до 15 декабря. То есть победителей опять у нас мы отправляем в федеральный этап. У нас региональный этап проводится, да, любых конкурсов, потом отправляем на федеральный этап. То есть в этом году у нас еще вот 3 мероприятия. Ну вот вы давно уже проводите эти мероприятия, как вы видите, улучшается у нас финансовая грамотность населения? Ну, если смотреть, если брать, да, просто элементарно вот финансовое мошенничество. Все-таки у нас идет спад. Спад, если сравнивать 2021, 2022, 2023 год, да, уже в 2024 году. То есть мошенничество больше становится, да? Меньше становится. Меньше становится. Не меньше, но не больше как... улучшается ситуация. Улучшается ситуация. Если по анализу мы берем, да, 21-22 год, то в двойном размере все было, да, 22 на 23 год тоже в двойном размере, а уже с 23 на 24 уже идет уменьшение. Люди стали в суммарном плане больше, да, но в положении вот анализа, да, статистики здесь немного меньше, потому что здесь в основном идет профилактика, работа профилактики. Не только
нашего центра, не только наших педагогов, да, скажем так, населения, но и работа, конечно же, МВД. У нас есть отдельное управление по борьбе с киберпреступностью, да, и вот благодаря вот такой работе профилактики все-таки видно. Видно уже. Поздравляю вас. И мы получаем очень много различных призов, мест, да. Вы, наверное, слышали, что мы в прошлом году получили звание «Столица финансовой грамотности», были финалистами тоже, да. И вот эти наши тоже победители дети, да, педагоги, наши участники, которые... Вот у нас проводился еще такой хороший был проект «Династия финансистов». В 2023 году, мы итоги подвели в прошлом году, мы будем проводить этот конкурс еще через год. То есть, да, не каждый же год проводим, то есть получается вот такими перерывами. И в этом году еще у нас завершается, опять же, сейчас, да, конкурс журналистов. То есть журналисты, которые работают в сфере финансовой грамотности, это у нас и журналисты телевидения, радиовещания, газет, журналов. Они тоже у нас участвуют, кто просвещает финансовую грамотность. Очень интересно. А вот про финансовую династию, это касается семьи? Семья. Да? Участвовало у нас 13 семей с республики, и победитель у них был возраст более 300 лет. То есть 300 лет они занимались финансами, начиная, да, бабушка, например, тогда у нас же понятия бухгалтера не было, счетовод она была, например, да, прямо в трудовой книжке так написано, вот таким образом. Очень интересно. Они защищали свои работы в виде презентаций, в виде клипов, каких-то фильмов. Очень интересно было. Вот, а кто привлекается в ваши мероприятия, кроме таких там, людей, которые на местах работают, преподаватели, вы сказали, да? Да, у нас есть волонтеры. При колледже, при финансово-экономическом колледже работают 3 центра по финансовой грамотности. Это региональный центр компетенции финансовой грамотности наш, да? Это межрегиональный методический центр, то есть здесь идут курсы повышения квалификации. Если мы ранее обучали только педагогов республики нашей, то с 2023 года мы обучаем педагогов в Магаданской области. С этого года обучаем педагогов Чукотской автономного округа. То есть 3 региона у нас, поэтому он у нас межрегиональный. То есть повышаем квалификацию педагогов, да? То есть уже расширяем. Да, расширяем горизонты, расширяем, да, регионы. И у нас еще есть 3-й центр, это региональный центр, ресурсный центр волонтеров финансового просвещения. Вот у нас волонтеры, вы тоже являетесь нашим волонтером, да? Ага. И вот они нам помогают. Специалисты в области финансов, школьники, педагоги, учителя. Спасибо большое, Татьяна Акентьевна. И в завершении скажите, пожалуйста, коротко ваши пожелания, советы людям. Да, то есть финансово грамотным быть это не только как модно, да, скажем так, на сегодня, но это необходимость, потому что мы должны знать, как правильно пользоваться финансовыми инструментами. Мы должны знать, что финансовые мошенники рядом, да, мы должны обучать своих детей, своих взрослых, да, и быть начеку. И также, конечно, желаю вам благосостояния, финансового благополучия. Да, мы благодарим наших гостей сегодняшних и желаем вам тоже финансового благополучия. С вами была Елена Попова. До скорых встреч!